А мне кажется, что мы слишком Европа для Востока и очень Восток для Европы. Кизлев действительно незаслуженно забыт. Вот это чувство собственного достоинства зашито внутри моды на кофе. Нелепо джентльменский набор, когда ты идешь в гости. В нашей культуре вот эта мода на кофе, эта любовь к кофе, она была прервана нищетой. Мы все-таки очень сдержанная культура, очень настоящая культура. Пригласить прошлое и замиксовать это с современностью. Все начинается с любви. Вот этот чайник, и это прям особым образом проливается этот кофе. Он слой за слой. Даже того, как ты проливаешь этот кофе, зависит в конечном варианте, какой этот кофе. Это определенным образом, определенная температура проливает кофе, и он, сцеживаясь, уходит туда, где становится вот этим фильтр-кофем, который считается достаточно современным во всем мире и, как правило, с дорогих сортов. Если говорить о кофе. Почему именно кофе стал у нас вот таким вот культовым, скажем так, да, ритуальным напитком? Почему другие напитки? Соседняя Турция, которая близка нам, скажем так, то исторически, культурно, да, выбрала чай, черный чай, а мы зафиксировались на кофе. Есть у вас какая-то гипотеза, почему именно хаве? Ой, я даже не знаю. С одной стороны, можно было бы ответить, потому что караванные пути отсюда проходили. Но они и в Турции проходили, да? Но на самом деле, почему такой... Наверное, внутри кофе есть еще один элемент, который сделал его любимым. Это, наверное, я так полагаю, это моя интерпретация, она исторически не имеет. Это, наверное, желание... давать гостям лучшее. Кофе всегда был дорог. И его подавали. Понятно, он в Крыму не произрастает, как и самый знаменитый английский чай, конечно, не в Англии растет, да? Но когда приходит человек, ему давали самое дорогое, что есть. Это был на тот момент кофе. И, наверное, наряду с тем, что этот напиток оказался интересным, да еще и дорогим, он стал ритуалом гостеприимства в Крыму. И мы вот прям до сегодняшнего дня все прекрасно понимаем, что когда в крымско-татарскую семью приходит гость, первый ему подают кофе. А потом уже еду, и потом, может быть, завершая тоже у этого кофе есть разные названия, простонародье, там, вот. И, наверное, и, скорее всего, вот это чувство собственного достоинства зашито внутри моды на кофе и с желанием отдать самое дорогое. У нас сейчас очень много людей, которые, скажем так, погружаются в историю, пытаются изучать кофе. Вот ваш опыт многолетнего пребывания в этой истории, насколько вы постигли, скажем так, да, эту магию, постигли эти ритуалы, то есть насколько легко можно разбираться сегодня в кофе? Это прям океан. Это океан. В бизнес-плане, если говорить о кофе, есть такое понятие, и я уже когда-то о нем говорила, красный и голубой океан. Красный океан, когда тебя терзают, и очень много на этом рынке людей, которые делают то, что делаешь ты. Но поскольку в кофе Красный океан занимают огромные лидеры, такие как Якобс, Нескафе и так далее, все остальные по сравнению с ним мелкие рыбешечки. Это бесконечные нюансы, и чем дальше ты углубляешься, тем больше ты понимаешь и отставляешь в сторону вот эти слова. Я в кофе разбираюсь, я расскажу. Нет, чем больше ты углубляешься в кофе, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, потому что есть вторые, третьи, глубинные слои этого кофе, и они все в совокупности дают продукт. Где кофе произрастает, каким методом он... становится кофем из ягоды, либо он сушится, либо он ферментируется. Какая страна, на какой высоте эта страна находится, как он миксуется, или он дается арабика, робуста, либо он миксуется. Затем, как он доставляется, в какой температуре он хранится. Затем, какова цена кофе, и можешь ли ты позволить себе купить высококачественный кофе, потому что у нас, например, вот Ленара начинает день с того, что смотрит рынки. Да, сколько кофе стоит именно сегодня. И касаемо того, на какой воде этот кофе варится, как он варится, какими методами. Если раз нам казалось, что наши прабабушки, да, они перенесли и передали нам чувство достоинства,
из поколения в поколение, что это наш продукт, он шит наш QR-код такой своеобразный. Но точно он не мог давать такие вкусовые качества и такое разнообразие, потому что первое открытие кофе – это 230 градусов, второе – 160. То есть кофе открывается медленно, плюс его еще надо охладить, недолго держать, потому что он продолжает процесс жарки. Плюс надо знать, как его перемолоть через кофемолку дробящую или, допустим, перемалывающую, а не дробящую зерно. Ну и так далее, и так далее, и так Много далее. нюансов, и которые... сам бариста, как он варит, и как он вам улыбается, и какое настроение вам дарит с этим. Улыбка тоже важна, да? Я так понимаю, при приготовлении. Да. Я так понимаю, все началось вот с этого аппарата. Насколько... Я близка к истине. Вы знаете, есть Истории. расхожая такая фраза, которая говорит, что все начинается с любви. Ага. И кофе тоже начинается с любви. С любви к своим корням, с умения слушать своих близких, с умением привнести в этот мир то, что является нашей любовью в продукте. Все началось с этого. Это там 15-й год. 14-й, я не знаю, какой-то, как мы подумали, слушай, ну кофе же это очень наш продукт, а давайте мы попытаемся это сделать. И как раз все границы закрыты, из Турции ничего невозможно привезти, до Италии так далеко. И мы покупаем первый аппарат в Ялте у человека, который даже, наверное, в кофе был не очень силен, и вот прям ему нужно хотелось, просто может быть символ того, что кофе жарится. Это маленький, на 1 килограмм. И начинается наше путешествие, где мы понимаем, что мы ничего не знаем, что он бесконечно ломается, познание того, какие ростеры, что этот аппарат называется ростер, какие ростеры существуют, каких видов, модификаций, производителей. Вот с этого начался наш кофе. И он таким лабораторным капельным методом уже 10 с лишним лет мы в этой истории, где это была больше попытка познать через кофе самих себя, а через себя узнать, что о кофе. И только последние годы какие-то мы стали в этом гораздо более глубже, посещая какие-то ярмарки, Дубай, Ташкент, посещая специалистов, которым не было смысла утаивать, как жарится зерно, потому что они продавали зеленый кофе. Им нужны были клиенты, покупающие этот зеленый кофе. Очень такие консалтинги. Заканчивая тем, что мы нашли парня, который первое место в мире завоевал по обжарке кофе из Самары. По-моему, 2016 год. Мы пригласили его, он нам дал консалтинг и дал умение понимать, что такое кофе на уровне химии. И каждый этап этого познания мы говорили, мы теперь знаем. И следующий шаг говорил о том, что очень мало знаете. Начинаем с нуля, да? Да. Дилярхан, когда вернулись в Крым, каковы были ваши первые впечатления от... Тогда еще все-таки Евпатории. Насколько они отличались, либо совпадали от тех рассказов, которые вы слышали от родителей, от отца? Ну, Крым это же как прям... Это как сказка. Да. В сказке и ночи чернее, и море синее, и фрукты слаще. И Крым это была такая некая земля обетованная, и некая сказка, которую ты дорисовывал в своей голове сам. А когда мы приехали и Крым, а позже уже как будто Крым это, курорт. А мы приехали, мне было 29 лет, когда я приехала сюда. А Крым оказалось не море, а оказались деревни, домики маленькие, и деревья невысокие. И первые годы мы вообще только к морю ездили вечером, когда уже никого не было. Уже никого нет, и мы едем к этому морю, все уже возьмем хлеб или еще что-то, а уже все ушли, уже холодно купаться, потому что это работа, это восстанавливание, это строительство дома, восстанавливание, это ты попал в село. Вообще никаких не было вопросов к тому, что это не город, это не центр. Просто ты попал на землю обетованную. И вообще без вариантов. Вот это твоя земля. И поэтому разные впечатления. Ты ждал одно, а увидел другое, но никогда вопросов не было, почему я ждала одно, а увидел другое. Как будто вот именно сюда ты так должно было быть, да? А вот ваше возвращение, оно, грубо говоря, это регион происхождения ваших предков. Да, Отца моего. Отца. Да. Вот
У меня всегда есть, знаете, определенный такой пиетет и ответственность. Я в себе чувствую, как я тоже живу там, откуда мои предки, поэтому у меня и такой вопрос родился. Есть ли вот эта вот дополнительная история про эту ответственность, когда ты живешь в городе предков, когда ты живешь в районе, где своего происхождения, добавляет ли это ответственности немного вот в то место, в котором ты живешь? К вам добавляет ли это вот дополнительную какую-то историю того, что ты должен, у тебя есть обязанность перед этим местом, перед этим городом? Нет, это подпитывает. В том смысле, что отец мой из этих мест, а мама из Симферополя, и он всегда хотел попасть туда, откуда он родом, и я выросла на его рассказах о том, что когда он ложил печки и поднимался на двухэтажные дома, смотрел и думал, смогу ли я когда-нибудь увидеть с крыши дома море. И поэтому как будто бы вот это его понимание, смогу ли я увидеть с крыши дома море, оно было связано вот с этими местами. Попали сюда и, наверное, подпитывала гордость отца, что вот я вернулся туда, откуда я родом. Вот это подпитывало. А все остальное, ну, Крым маленький. На самом деле, чем старше я становлюсь, и чем глобальнее мир становится, тем больше ты понимаешь, что Крым маленький такой и такой разнообразный. А ответственность, она... Да вообще не было никакой ответственности. Просто хотелось сделать что-то, и как будто кто-то тебя взял за руку и повел. И ты делал. И мне сейчас иной раз кажется, что все, что сделано, это вообще не нами сделано. Как мне иногда, я 3 сыновей вырастила, мне кажется, мне их подарили уже взрослые. И я думаю, как хорошо, что мне не надо по новой маленькой. Я думаю, мне их подарили, и я их вообще не воспитывала. И здесь то же самое. Здесь кажется, что это мы не делали. Это, конечно, команда целая большая. И возможности эта команда дает другие. Но мне кажется, что как будто бы это кто-то делал, а мы присутствовали при этом. То есть вы не чувствуете вот этого, вот, знаете, груза исполненных проектов, выполненных проектов, всех этих историй? Это же давалось не просто так. Вы рассказывали, что ворота восстанавливались по камешку. Вы знаете, когда-то мама уже очень сильно болела, и она говорила, что у нее болит поясница. Я спрашивала, мама, это как рожаешь? Она говорит, да я уже и не помню, как я рожала. Здесь примерно то же самое. Вот эти сложности были, и ты делал что-то, и были моменты, когда перегрев, и каждое слово, которое мне говорили, у меня вызывало желание расплакаться. Оно кажется, что это было так давно и не со мной, а теперь эти сложности забылись, и теперь кажется, что как здорово, когда ты делаешь то, что любишь, и кажется, что ты еще это тебе какое-то благополучие дает. Это как будто бы просто случайная благодарность за прожитый труд. Хотя, если уже относиться и препарировать это, то любой бизнес – это от сложности к сложности. То есть ты прошел один путь, это надо быть очень сильно стрессоустойчивым. А особенно, когда ты набираешь команду, когда тебя где-то в чем-то кто-то разочаровывает, и такое было. Но это просто безмерное количество, любой труд – это безмерное количество встречи с людьми интересными, которые тебя наполняют. То есть это встреча с теми людьми, которые тебя делают ценнее, глубже, которые тебе дарят радость от общения. Вот прям как будто бы это... Нет, я не чувствую ответственности. Когда мы говорим о ремесленниках, когда мы говорим о трудах, которые они производили в то время, мы часто говорим об этом в контексте города Бахчисарая. Мне здесь немножко обидно за Кизлев. Не то чтобы ревностно, но немножко обидно за Кизлев. Почему? Потому что он выпадает из этой урбанистической истории крымских татар. И мне кажется, вообще вот этот, скажем так, цикл нашей истории, он как-то вырван, у нас. То есть мы себя представляем в каких-то локальных композициях, скажем так. Мы себя представляем в пределах каких-то узких маленьких географий, как я это называю, своих деревень, своих сел. Но у нас есть представление о том, как устроен крымско-татарский город. И каждый крымско-татарский город, он дышит своей историей. Вот в контексте Кизлева, в контексте структуры этого города, что бы вы выделили, что было главным, скажем так, в этой истории? Здесь, как раньше, так и сейчас здесь соединяется степной безудержный ветер со степными травами, с морем. И это великолепное географическое положение. Ведь один из ханов, Гази Герай II,
внук Мехмед Герая и сын Девлет Герая, пытался перенести сюда столицу, и в течение 10 лет в этом городе чеканится монета. Потому что географически это был единственный порт Крымского ханства в определенный период. И он понимал, что все морские пути гораздо более удобные, и охранять город легче, и торговать в городе легче. И поэтому вот многоголосие и многоязычие здесь всегда было слышно. Ну и в этом плане город совершенно уникальный. Он равновеликий своей столице. Почему у архитекторов, у археологов есть особый алгоритм, как они определяют количество людей? По количеству мечетей, дворов. Дворы умножаются там на сколько в среднем людей в каждой семье и так далее. От 18 до 20 тысяч в средневековый период было в этом городе. Это очень крупный город. Он обнесен мощной крепостной стеной, 5 воротами. То есть отличная фортификация. В определенный период здесь турецкий гарнизон стоял, но неважно. Да? Город умеет защитить себя в бескрайних степях, и защитить его гораздо легче, чем в лощинах или в горах. Но здесь есть бесконечные вот эти улочки с тупиками. Кстати, недавно узнала, как тупик по-крымско-татарски, так удивилась. Как? Оно, оказывается, называется Чахмас Аралых. То есть улица, с которой ты не выйдешь. Да. И эти тупики, и если неприятель мог, допустим, высоченные стены взять штурмом, то он терялся вот в этих тупиках, он не мог идти авангардом, он все время рассредотачивался и мог завязнуть в этих улочках. Это ему придавало такую устойчивость того времени. Плюс еще этот город, будучи достаточно крупным и большим, он имел совершенно уникальную систему подземных водостоков. Кяризы, аналоги есть. В одном и в двух местах встречаются в Афганистане и в Иране. Кяризы – это подземные такие ходы, по которым вода с ближайших вершин спускается и в город. И одна из версий, почему Кезлев назван Кезлевом, это версия Козли-Эв. А Коз – это не дом с глазами, а очень часто фонтаны назывались козами. То есть глаза воды. Да? То есть в безводной пустыне здесь было очень много фонтанов, очень много чашме. И это давало возможность жителям этого города достаточно благополучно жить, быть защищенными и в то же время иметь воду, которая была доступна. И соответственно, торговля здесь очень была активной. Поэтому Кезлев действительно незаслуженно забыт. И как мы богаты своими диалектами, так же мы богаты разными городами в различных климатических зонах. И это прям как украшение одно, другое, третье. Они нас делают более многоярусными, более объемными в понимании, кто мы такие. Это главные ворота Одун-Базар-Хапуса, главные ворота Кизлевской крепости. Да? Таких было ворот 5. И это был город-крепость, обнесенный такой неравномерный пятиугольник, обнесенный высокой крепостной стеной. От 8 до 12 метров эти стены были, и они имели 5 ворот. Вот эти данные ворота называются Одун-Базар-Хапуса, что, соответственно, в переводе означает «ворота дровяного базара». И такое прозаичное название было потому, что дрова в тот период были очень дороги. Вообще же, здесь же не было практически деревьев. И привезти, допустим, из Судака деревья было дороже, чем на галерах привезти из Турции. И дрова себе мог позволить только богатый человек. Отапливали дома либо кизиком, либо бинбаш-хорай, перекати полем. Что дрова были дороги. И поэтому ворота, у которых продавались дрова, они назывались Одун-Базар, они были самыми крупными. Именно из этих ворот процессия крымских ханов после молебна в мечети хан-Джами уходила восходить на свой престол. То есть это центральные крупные ворота города. В определенный период внутри крепостной стены жили православные мусульмане. За крепостной стеной были армянские и цыганские кварталы. Но даже они, это же были все равно жители, которые рядом жили. Они имели подземные ходы в город и имели колодцы, в которых были такие ложные ниши. Ты мог спуститься в колодец, в нишу встать, и неприятель тебя мог не увидеть. Ты бы либо уходил в город. То есть в эти моменты они были защитой.
А в мирное время они были открытыми воротами, потому что люди, которые приходили, путники, торговали, обменивались товаром. И вот этот шелковый путь, о котором мы говорили, он проходил через этот город в том числе. Наверное, стены делали город более защищенным и даровали жителям покой. И в то же время ворота открытые, делали его открытым для мира. Мы с вами вначале говорили про намерение, ниет, да, и вы говорили, что успех, он приходит с намерением. Вот когда закладывался первый камень, когда вы увидели уже результат готовый, вот что за намерение вы вкладывали в начале пути, и насколько оно реализовалось вот сейчас? Вы довольны этим результатом? Да, это же дорога, это еще не результат, это еще часть пути. Намерений действительно очень много, и вот я почему там Маргулана этого Сейсембаева очень уважаю, я слежу за ним, значит, мы во временных каких-то возрастной группе мы в одной, и мне нравится, когда он пытается соединить религию и бизнес, и он говорит, что очень важно ниет, то, с каким намерением ты делаешь что-либо. И это очень важный фактор, для чего ты это делаешь. И ты даже, наверное, когда мы делали, мы такие глубинные смыслы не закладывали, мы просто делали то, что хотели делать. Но в конечном результате, мне кажется, что как будто бы кому-то надо было это делать, и это делегировали делать нам, и нам надо было это делать, вкладывая время, знания, любовь, чтобы вернуть тем, кто смог вселить в нас любовь к этой земле, вернуть благодарностью, гордость за то, что наши дети это делают. Это совершенно здорово, и это очень отзывается. Я помню, когда мы ворота восстановили, там приходилось быть и Швеции, и Жнеции, и Дудей, и Греции, все. И как-то я смотрю, а у нас там такой шкафчик, и там фотографии старинные. И мужчина, женщина, наверное, чуть постарше меня возрастом, сын, соответственно, чуть младше меня, и внук, наверное, или внучка, я уже не помню, они стоят и разглядывают. А я подошла и им начинаю рассказывать. И начинаем рассказывать, что вот это вот крымские татары, а вот это вот фотография такого-то года, 1900-го. И дошла до того, почему мы здесь сейчас не живем. И когда я вернулась сюда, и эта женщина заплакала. Вообще не татарка, я не знаю, славянка, да? Она расплакалась, а сестренка сидит, ждет, когда я освобожусь, и мы поедем домой. И она мне говорит, слушай, она расплакалась, я чуть следом за ней не расплакалась. Я говорю, да ты ладно, черт с тобой. Я сама чуть не заплакала, пока рассказывала. То есть, когда ты начинаешь говорить историю, которая имеет к тебе отношение, и вот эта настоящность, люди ее видят, и она проникает в них. И тогда этот человек, который находится здесь, в идеале, он ходит твоим другом в большей степени, или как минимум человек, который начинает тебя понимать. И это самое главное, что мы можем сделать. Мы можем людей попытаться взглянуть на нас искренне и уйти понимающими нас или друзьями нашими. Еще один способ говорить о своей истории – это рассказывать историю Крыма через личные истории. Да? И концепция музея Одун-Базар Хапусы, она на этом построена. Как вашими гостями воспринимается эта история? Как они принимают вашу личную историю, историю семьи, и как они ее синхронизируют с историей Кезлева? Я не знаю, наверное, скорее всего, воспринимает очень хорошо. Я очень много видела людей, которых это трогает до глубины души, у которых слезы появляются там, да. И это как просто человек, который зашел, так и люди, которых гости приводят, у которых за плечами есть какие-то свершения, какие-то там чем-то выделяющиеся какие-то дела. Я думаю, что здесь срабатывает искренность, с которой мы рассказываем о своей истории. И, скорее всего, вот этот тумблер, который включается, он делает собирательного героя, который вообще-то, это моя личная история отчасти, да? Он его делает для крымских татар собирательным человеком из прошлого.
соседа немолодого, дедушку или кого-то. А из тех, кто не из нашей культуры, он как будто их возвращает в их историю. Вот в эту простоту былого, и каждый пытается вспомнить еще своих. И, наверное, это еще больше делает более доверительной вот эту историю, и через вот эту доверительность может быть пристальное внимание к нашей истории со знаком плюс. Это прям очень важный фактор. Я знаю, что вы вообще не любите говорить о себе в контексте бизнеса и успеха, да, в этом направлении. Но вот многие молодые люди, с которыми я общаюсь, и когда я задаю вопрос про, ну, такую, скажем, ролевую модель крымско-татарского предпринимателя, и многие очень называют ваше имя. Называют имя, почему? Потому что именно вы сумели, ну, скажем так, одеть успех в национальную одежду, да, одеть успех или наделить успех вот национальным крымско-татарским содержанием. И для многих, очень многие на вас ориентируются. Как делать бизнес по-крымско-татарски, как делать бизнес, ну, с тем, чтобы он говорил про нашу традицию. Что для вас успех? Я очень многим нашим предпринимателям задаю всегда вопрос, что для вас успех, какое содержание вы вкладываете вот в это понятие? Ой, я не знаю, но просто исходя из того, что вы говорите, мне кажется, две вещи успеха. Это искренность и это корни. Это зрить в корень. Да? Искренность – это тогда, когда ты искренне делаешь то, что ты хочешь. А корни – это про то, что ты же что-то откуда-то же ты эту воду черпаешь. И корни – это разглядеть откуда. Вот, когда мы приехали в Крым, даже осознание, кто мы, и почему мы такие разные, и почему у нас и светлоглазые, и голубоглазые, и кореглазые. И вообще, откуда мы, крымские татары? Это поиски. И когда вот эти поиски, которые ты делаешь, чтобы ответить себе на свои вопросы, ты искренне демонстрируешь, это, наверное, может привести к успеху с одной стороны. С другой стороны, не надо забывать, что это только не в первую, не во вторую, не в третью очередь, но это еще и туристическая курортная зона. Наша прекрасная родина, она еще и привлекает людей из разных стран. И поездки уже позже, когда уже бизнес состоялся, поездки по миру, они говорили мне о том, что ты, когда куда-то едешь, ты ищешь, чем эти люди отличаются от тебя, что у них своего. И если ты едешь, например, в Италию, ты обязательно поешь пиццу, в Испанию – паэлью. Там и так далее и тому подобное. И когда мы рассказываем о себе со своими особенностями, мы становимся интересны окружающим. Нас видят ту мозаику, те цвета, которые хотят отсюда увезти. И условный евроремонт из прошлого, он никому не интересен. А интересны те цвета, которые жизнь делают более яркой, и уезжая, человек увозит твои вкусы, твою историю с собой и украшает свои воспоминания вот этой непохожестью. Если бы мы говорили, чем отличаются крымские татары, ну, то уже вы побывали в разных странах, у вас есть опыт, да, сравнительный, так сказать. Что бы вы выделили в качестве 3 таких пунктов, да, которые отличают нас точно от остальных культур? Ну, понятно, что все, что я хочу сказать, это с большой любовью к своему народу. Оно может быть очень субъективно. Но мне кажется, что мы слишком Европа для Востока и очень Восток для Европы. То есть вот это географическое положение, оно делает нас и с одной, и с другой стороны другими. Ну, то есть человек, который приезжает из Европы, он видит элементы Востока. Человек, который приезжает с Востока, он думает, да блин, вроде и мусульмане, а прям другие какие-то, слишком открытые. Вот. А потом вторая особенность – это все островные, полуостровные государства и территории, они определенным образом вынуждены быть максимально толерантными. Справа море, слева море. История прокатывается раз за разом, волна за волной, принося одно и другое, и третье. И мне кажется, что в добром понимании этого слова мы достаточно толерантный народ.
То есть мы не закапсулированы на себе, мы открыты к какой-то гигроскопичности, впитывая лучшее, что мы видим вокруг себя. И еще, мне кажется, может быть, качества бытовые, которые очень видны, как мне так сдается. Это чистоплотность, вежливость и гостеприимство. Хотя, если взять Среднюю Азию, Узбекистан, то очень гостеприимный народ. Мы оттуда и впитали еще большую открытость, вот эту гостеприимство и чистоплотность – это тоже еще одни из наших качеств, очень свойственных. Они не исключают возможность быть у других народов, но у нас они прям очень яркие, активные. Делать бизнес на традиции – это норма, это вызов, это риски. Что для вас? Бизнес на традиции. Я, конечно же, утрирую эту фразу, да, я ее специально делаю такой провокационной, но тем не менее. Нет, это не риски, это возможности. У нас просто боятся люди иногда. Это возможности. Да. Понимаете, а почему пытаться быть похожим на кого-то, когда лучше заглянуть в себя и сделать лучше самого себя? И быть в этом честным. А говоря о честности, я имею в виду, что если подушки, если ты делаешь глубокое этно, то ты ничего не должен делать из поролона, когда ты садишься и проваливаешься, потому что легко, поролон дешевый. Ты ничего не должен делать с блестяшками, потому что они вообще не свойственны нашей культуре. Мы какой-то блеск, порты когда-то частично, будучи на окраинах, вобрали, а яркие краски Средней Азии. Но мы все-таки очень сдержанная культура, очень настоящая культура, такая аскетичная даже отчасти, я бы сказала. И поэтому светяшки, блестяшки, яркие краски – это не про нас. И если заниматься чем-то очень глубоким в этно, надо черпать знания у тех, кто это знает лучше. Не у нас, а у искусствоведов, у художников, у историков. И пытаться принести свое прошлое со знаком плюс и с уверенностью, что именно так и было. Давайте немножко про пространство, в котором мы находимся. Я уже заранее прошла некоторые залы, и я, честно говоря, под огромным впечатлением от того, насколько это трудоемкий, во-первых, процесс, и сколько нюансов в этом процессе. Вообще атмосфера вся, которую я сейчас наблюдаю здесь, она очень вдохновляющая. Серьезно, это действительно какое-то, погружение в какую-то магию. За теми дверьми, я так понимаю, начинается сказка кофе. Да. На самом деле здесь тоже попытка, она, наверное, на подсознательном уровне сделать то, что мы делаем здесь, пригласить прошлое и замиксовать это с современностью. Да? То есть, говоря о кофе, всем, кто приходит к нам сюда, мы говорим, что это часть нашей культуры, и это есть возможность о своей культуре рассказать. Это пространство, это бывший советский санаторий, мы его назвали «Дом кофе у моря», и попытались также замиксовать это пространство, кусочка нашей истории, и превратить его очень такой постсоветский модернизм, условно, превратить в очень современное пространство, соединить его с историей, с кофем. Почему соединить? Например, мы нашли молодую женщину, зовут ее Этери, она медсестра операционная. И чтобы расслабиться, она делает такие изумительные вещи. Мы заказали ей эти фигурки. И вы видите, здесь все цвета деликатны. Здесь выражение лица у дедушки, у бабушки, как будто он тебе 5 минут назад что-то говорит. Это дегермен в руках, эти щипчики. И это тоже, это как бы этника, это как бы современность, ушедшая в такие сегодняшние цвета, которые не кричат, а которые очень фоновые. И это кофе, который был важен вчера, важен сегодня, и, я думаю, будет важен и завтра. Это и это дарует, на самом деле, эту магию. Магию энергии разновременных демонстрации в использовании в сегодняшнем дне. Я так понимаю, в будущем это будет место, где человек может погрузиться в историю кофе, где может погрузиться в технологию производства этого кофе и так далее. То есть
Какие планы? Как вы будете знакомить, с чего вы начнете знакомить своего посетителя, с чего вы начнете знакомить того, кто заинтересуется этой историей? Я хочу сказать, что мир, он очень быстро на наших глазах уходит из настоящего в мнимое. И в этом мире казаться гораздо важнее, чем быть. А мы хотим вернуть людей в то, что быть, и показать, что есть быть, и пощупать это все. И поэтому любая производственная экскурсия, она тебя возвращает туда, вот в эти истоки, где рождается вот это чудо. Будь то машина, будь то выращивание чего-то. В данном случае мы хотим показывать, как рождается кофе, какие этапы у него есть, чтобы человек понял на самом деле, как рождается этот кофе, почему я его люблю, почему его, в нашем случае, почему его любили наши предки, и пытаться в нем разобраться. Потому что, когда мы начинали делать первые каппинги, каппинг, вы услышите там разные слова, связанные с кофе, ростер, каппинг, там, я не знаю, дистонер, колосортер. И вот эти первые каппинги, у кофе тоже есть разные слои вкуса. И капят как заваривают, через 4 минуты, через 8 минут и через, условно, позже. То есть у кофе есть разные элементы послевкусия. Как у духов есть там шлейфовый запах, контактный и так далее. Вот. И мы, когда начинали капить, раздавали всем целую кучу чашек и целую кучу всего, чтобы описать этот запах, и никто ничего не соображал. Ни горох, ни лаванду, ничего. То есть вкусовые рецепторы тоже должны привыкнуть понимать хорошее. Быть натренированными. Почему? Потому что в нашей культуре вот эта мода на кофе, эта любовь к кофе, она была прервана нищетой. И тогда уже его заменяли цикорием, богдаем, вот арпа, богдай, хавеса делали, да, с пшеном, с ногутом. Отец мой, Рамет Улсанджан, говорил, что в годы Второй мировой за пуд кофе давали пуд топленого масла. Но кофе должен был в доме быть. То есть вот это вот понимание хорошего кофе, оно было прервано. Наша задача сейчас его восстановить и показать, что не Леба джентльменский набор, когда ты идешь в гости, и не Мехмед Эфенди, а у нас есть свой кофе, он ближе по вкусовым качествам к итальянской обжарке, но итальянцы сильно пережаривают, да, сейчас. То есть вернуть тот вкус кофе с той технологией обжарки, которая современная, к тем истокам, чтобы вновь полюбили этот напиток. Мы можем заглянуть? Да? Да. Да. Расскажите, что здесь? Да. Почему здесь так прохладно и сыро? Здесь так прохладно, потому что, и это еще не полное, это понятно, сейчас у нас идут строительные работы, это склад зеленого зерна. Это как в мультфильме «Чебурашка», неизвестно откуда приехавший в чем-то в каких-то коробках. Да? Это зеленое зерно, которое должно храниться стабильно при температурном режиме и режиме влажности. То есть температура не должна превышать 16,5-17 градусов и не быть ниже там, какого-то градуса определенного. Да? Потому что оно и усушивается, и набирает лишь излишней влаги. Это склад зеленого зерна вот с этими мешками всевозможными, вот прям и разных. Мы до 35 сортов кофе берем, мы берем не 35, но 35 миксов и сортов кофе выжаривается у нас, и, конечно, там у каждого своя история, свои производители и свои секреты. Мы как-то брали кофе эфиопский, он самый натуральный кофе, но его собирают вот таким феодальным ручным трудом, и в нем много камушков. Столько полетело кофемолок, пока мы поняли, что партия вообще никакая. А бразильское зерно, оно четкое, красивое, но оно не такое природное. Да? То есть тут тоже есть лидеры. Это лаборатория кофе, машинки Симонелли, это итальянцы, но мы с различными машинками работаем. Современные машинки – это такая дорогая история, потому что когда ты идешь в пространство, там, где кофе идет дальше к потребителю, очень важна еще атмосфера этого пространства. Наш кофе, он и сеть ресторанов «Чайка», «Медоборы», «Гастродвор», «Рыбацкая деревня». В общем, да,
может быть попытка туда зайти. Вот. И поэтому вот эти вот машинки и лаборатория, где обучают этих ребят, которые вновь начинают варить кофе, как они его должны варить, отдают знания, как нам давали знания те, кто продают зеленое зерно, чтобы мы у него покупали, так и наша попытка научить людей правильно варить кофе, чтобы кофе стал вкуснее. И это вот все пространство, оно, собственно, для этого создано, для неких мастер-классов, для рассказа видов кофе. И вот эти мешки мы повырезали вот с Ленарой из всех мешков, которые есть, и это не все. Мешки с кофем, которые приходят к нам. Силосом. Нет. Ну, для меня нет. Не, ну, на самом деле отгадать не знаю. оттенки запахов – это целое искусство. Когда мы начинали заниматься… Это кофе какого сорта, Ленара? Карамелью не пахнет? Пытаемся ферментировать. Не знаю, мне кажется, Это ферментированные чем-то уже… растительным. Да? Вот мне четко как вот. А это вообще мытые сорта? Сухая обработка. Это сухая обработка, но потом доферментированные ягодами. Сколько мифов вы разрушили, своих собственных мифов о кофе, когда начали заниматься этой историей? Ну вот я только что услышала про джезве. Для меня это сейчас случилось просто разрушение мифа, что Да. джезве это не самый сложный Самый процесс легкий. Самый легкий. приготовления кофе. На самом деле, помимо разрушенных мифов, ну какие, Ленара, еще мифы? Ну, мифы, например, о том, что кофе арабика кислая, и я не хочу пить кислый кофе. На самом деле, самый дорогой кофе – это арабика. В мире существует 3 вида кофе. Общеизвестных 2 – это робуста и арабика. И если ты привык пить кофе в вейдинговой кофемашине, то дорогой кофе арабика тебе покажется, может быть, кислым. Но просто робуста – это самый дешевый вид кофе, который дает энергию, но не дает вкусовые ощущения и не дает аромата. Обычно хорошие кофейни делают кофе, они на 100% арабике разные. И если миксуют, то миксуют 20/80. И поэтому этот кофе… Ну, собственно говоря. И еще наиболее гармоничный еще один миф – это о том, что кофе, удивительно, что это ягода, и, наверное, как-то от этой ягоды, из этой ягоды получается косточка. На самом деле, да, это ягода. Есть 2 вида, как вообще кофе доходит до нас. Его либо сушат и отшелушивают, либо ферментируют, он бродит. И в момент ферментации он насыщается этими кислотами и всем прочим, а потом промывают и сушат. Да? То есть разные виды. О том, что, ну, например, в чашку кофе, вот в чашку кофе, ну, чашечку, чайную ложечку закинул, такую чашку, и кофе вкусный. На самом деле вот такая чашка кофе в классике, это 18 грамм кофе сюда добавляется. 18 грамм, чтобы этот кофе был классным. Ну, и вы можете там на эти чайные ложки померить. Да? То есть кофе, чтобы он был по-настоящему кофе должен быть. Вот. Это тоже, наверное, не по цвету, а по вкусу и по концентрации. Ну, в общем, какие-то такие вещи. И я должна сказать, что еще очень многие мифы мы будем развеивать для себя. Но это же дорога. Конечно, Познание – это же путь. Это путь, да. Это кофеобжарочные аппараты, ростеры, так их называют. И Гисон в мире обжарочных машин – это, ну, условно, Мерседес. Есть еще, конечно, покруче, но не такие совсем большие. Производство Нидерландов и большой и маленький аппарат. Старший и младший брат, мы их так называем. Здесь кофе обжаривается, Нет, это пошла обжарка. это пошла сама обжарка, да. А кофе так снять, это вот прям прикольно, что кофе зеленый жарится. Настоящий зеленый кофе жарим. Мы не один проект делали вместе, это очередной, это да. очередной проект, в который меня втянули. Это, наверное, пожалуй, самый любимый. Вдохновляющий. Самый вдохновляющий, ароматный и самый вкусный. Да. И Ленара здесь полноправная хозяйка этого пространства. Очень много через ее руки сделано. Ты любишь тогда
ты когда хорошо знаешь, когда ты прошел эти дорожки, когда ты сделал свои ошибки, свои преодоления, свои победы. Я вот просто хотела показать вам температуру. 14. Да, вот сегодня прохладно, да, ну 14,2, ну, в общем, короче говоря, здесь должно быть постоянно очень прохладно. И вот смотрите, он там обжаривается, кофе, потом он попадает вот сюда, в дистонер. Видите, дистонер – это уже наш фирменный, под нас сделанный, с нашим логотипом. Откуда мы дистонер брали? Наш? Наш, да? А где его производили? Российское производство. Да. Вот это дистонер. Здесь кофе воздухом качественный уходит, а внизу остаются взвеси его. Ну, такой мусор, если он... Ну, этот... Все, что можно встретить. Это, наверное, за годы собранный. Нет, это вот за этот год. Да. Всего лишь. Да, мы тут еще и коронку зубную находили, и все. После этого, во время кофе жарки от 15 до 17% он ужаривается, потом снова взвешивается, потом идет вот в этот очень интересный аппарат, Умный аппарат, мозг которого вот элементов разбирает кофе на качественный, пустой или недожаренный. И они в разные ведра ссыпают этот кофе. То есть мы выдаем свой кофе максимально качественный. Если бы мы этого не делали, никто бы и не заметил, что там есть 3-5% некачественного кофе. Ну, зачастую, вы же помните, да, когда-то в чае клали там что-то, чтобы количество чая было больше. Мы наоборот, у нас обратный процесс. Я представляю, сколько здесь труда, Адиль Ханом. Вот эти детали, которые на первый взгляд кажутся, ну, просто каким-то интерьерным решением, я догадываюсь, что это не просто чемоданы, не просто сундуки, не просто интерьерное решение. Скорее всего, у него есть какая-то история. Права? Ну да, Есть? совершенно. Это же прям здорово, когда именно с той энергетикой прошлого вещи. Их никак невозможно адаптировать, придумать, сделать похожими. Вот этот саквояж 1912 года, вот такой саквояжик, я его нашла в лавке древности. Я когда его нашла, и мы изучали, я, мне кажется, неделю ходила счастливой, что мы его нашли. Уже потом пошло желание другие чемоданы, саквояжи собрать, потому что это как раз про путешествие. И еще это как раз про, еще если дальше туда углубиться, это еще про то, что караванные пути по Крыму проходили, а потом другие. Я вот интересную вещь узнала, и у нас есть подарок, который нам подарили. Это столб Сименс. Потому что трансконтинентальная линия Дели-Лондон проходила через Крым. Да, и Siemens начинали с того, что делали столбы телеграфные. Уже потом они стали делать известные телефоны и все прочее. И вот у нас такой столб есть, он ищет место, куда мы его поставим. Как и вот за отелем мы взяли отдельными фрагментами старую мостовую и вкрапили. Ну, то есть отдельная мостовая разного периода. Вот. И чемоданы, они из этой же оперы. Это про то, что здесь проходили караванные пути, а потом были путешественники. И они приносили вот такие вещи, а мы их пытаемся сохранить, законсервировать и облагородить свою атмосферу вот этими вещами. Но это не единственный, скажем так, экспонат, если так можно сказать, да, хотя это точно не музей, тут все дышит жизнью, я бы сказала. Да, так. это немецкий, но есть еще и крымский. Вот там? Да, это вот да, тот? да. Я правильно угадала? Это сундук. Ага. Этот сундук из алубки. Вот. Ну, тоже больше 100 лет. Он, в общем-то, наверное, ничем не примечателен. Он стоял, наверное, в каком-то доме, в какой-то семье. Ну, примечательно то, что у него есть ключ. Мы его в ходе всяких ремонтов куда-то затеряли. Но этот ключ, когда ты открываешь этот замок, он дает такую трель. Если ты в соседней комнате, ты все равно поймешь, что сундук в соседней комнате открывает кто-то. Да, наверное, такая, да, своего рода сигнализация. Мы с вами чуть раньше говорили про Маргулана Сейсенбаева, да, и я на него смотрю как на визионера. Визионера, который вот связывает, условно говоря, да, назначение или намерение про бизнес, о котором вы говорили, да, с бизнесом, да, и его успех, интерпретирует этот успех вот как
содержательное что-то. Я знаю, что очень многие наши крымские татары, молодые предприниматели, ориентируются, смотрят, как-то реагируют на эту фигуру. И я понимаю, что у нас нет в Крыму такой фигуры, да, которая будет, в общем-то, не только рассказывать об азах бизнеса, об успехе, как о бизнес-успехе, но и прежде всего давать визию вот эту, да, наполнять это действие неким содержанием. И у меня есть такое чувство и ощущение, что нам не хватает как воздуха сегодня таких фигур в нашем предпринимательском сообществе. Как вы думаете? Мне кажется, во-первых, сейчас мир интернета настолько границы стирает, и когда ты хочешь получить эти знания, тебе даже не обязательно ехать в Абу-Даби, в Ташкент, где он собирает. Я даже пыталась как-то быть записана на его курс ежегодный, но в какой-то момент спрыгнула с него, потому что мне не хватало времени постоянно быть в процессе, потому что когда ты постоянно что-то делаешь, вот это листать эти страницы, мне во всяком случае, оказалось сложным. Но ты можешь черпать у таких людей, это однозначно. А с одной стороны, ты должен черпать у людей, которые знают, что говорят. С другой стороны, очень важно в его случае, что это человек системный. Я бы даже сказала, очень системный. Достичь высоты и системности его подхода ко всему, вот для меня это ступенька, на которой не запрыгну. То есть все систематизировать, сделать тезисами и так далее. Это надо быть скроенным таким образом, чтобы все свои знания систематизировать. Вот это у него уникальность систематизации своих знаний. А потом он же говорит о том, что, скорее всего, то, что ты делаешь, оно может пойти или не пойти из-за твоих внутренних качеств еще. Дано тебе это или нет. Вот есть это твоя миссия или нет. Но попытаться быть успешным, беря в опыт эти знания, это прям очень важно. Есть ли у нас кто-то такой или может быть? Да, наверное, может быть. Наверное, и есть. Но, и опять-таки, еще раз говоря о том, что ну, есть, это здорово, но рамки интернета нам позволяют каждого сделать своим визионером. Я очень часто замечаю, ну, такую особенность сегодняшнего дня, да, сегодняшнего информационного, цифрового, такого смартфонного дня. Ну, в общем-то, каждый делится какой-то своей визией. И не всегда эта визия, скажем так, есть результат анализа, вот той системной работы, о которой вы говорили. Если мы говорим о крымско-татарском бизнесе, о крымском бизнесе, да, какие бы вы выделили такие характерные особенности? Если мы говорим о крымско-татарском предпринимателе, что в нем интересного, чем он отличается? Либо бизнес, он, в общем-то, стирает вот эти, вот, знаете, этнические, национальные какие-то штрихи, дополнения, скажем так, к портрету. Ну, наверное, как бы, понимаете, в суете и беготне буден, ты как будто бы... Я как будто так занята, что мне каким-то образом пытаться разглядеть все, что вокруг, иной раз не хватает времени, благо есть у меня взрослые сыновья, через них я вижу, как что-то как-то движется. Да, но, наверное, у нас есть свои отличительные какие-то моменты. Мне больше... Я вообще с очень большим уважением, будучи строгой мамой, я с очень большим уважением отношусь к молодежи. Я отношусь к категории людей, которые считают, что молодежь у нас отличная. Да? А она с другими вызовами связана и сталкивается, чем мы сталкивались. Но отличаются ли они чем-то? Да, наверное, отличаются. Но я бы, наверное, скорее всего сказала о том, что очень важно вот эту возможность смотреть вовне, не использовать как возможность взять что-то чужое себе, фильтровать через себя. Да? Чужие песни современные, которые нам не свойственны, чужое поведение, потому что поведение, то, какие у нас молодежь, это поведение, то, как родители вели, какие дедушки, бабушки, тот свод наших одетов, которые есть у нас, которые отличительные и от Кавказа, и от Средней Азии, от Турции. Вот. И, наверное, в этом плане как бы сложно. Мне еще хотелось бы на одной вещи остановиться, даже не отвечая на ваш вопрос. Я не знаю на него ответов,
чистом виде. Но очень бы хотелось, чтобы быть и казаться не слились воедино. Али еще лучше, чтобы, еще важнее, чтобы казаться не перешло в быть. Потому что вот этот мир, когда человек хочет о себе рассказать и представить себя гораздо лучше, и заменить то, что он хотел быть, тем, что он показывает, это такая тупиковая ветка. Да, наверное, мир идет к этому, но тем не менее это некий тупик. Вы знаете, есть такое, я когда-то прочла очень интересное понятие личности. Личность, на самом деле, гармония личности заключается в том, что кто ты есть, каким тебя воспринимают окружающие и каким ты воспринимаешь сам себя. И сочетание всех этих качеств очень редко в ком... Ну, ты можешь быть одним, а думать о себе по-другому, а третий о тебе будет думать третьим. Ну, хотя бы 2 качества должны совпадать. Угу. То, кто ты есть, и то, что ты о себе думаешь. Хотя бы. Там люди могут... И поэтому вот этот мир впитывания всего извне, мне очень желательно, чтобы у нашей молодежи был внутренний фильтр, вобрать все, а сохранить то, что важно. И наложить это на нашу ментальность. И как я говорила, вот мы слишком Восток для Европы, слишком Европа для Востока. Это как раз наша самобытность такая. Вот. А в бизнесе, в бизнесе, посмотрите, сколько молодых у нас ребят, которые пытаются заниматься чем-то и делают это, и это делают классно, делают по-другому, чем нам кажется. И хорошо, что они не все берут. Не все тяготы, не все сложности с большей легкостью идут в это во все. Хотелось бы сохранили, чтобы себя. Вот что хотелось бы, чтобы сохранили себя. Ваша мысль сейчас очень контрастирует с другой такой, скажем так, мыслью, которой поделился один наш общественный деятель в одной нашей национальной газете. И он сетовал, мягко говоря, на то, что молодежь, грубо говоря, у нас никакая. Да? То есть она не приняла ту эстафету национальных интересов, национальных ценностей. Мало, скажем так, чем похожа на то поколение молодежи, которое было в их время. И очень много претензий об оторванности молодежи от каких-то, я же говорю, фундаментов национальных. И как вишенка на торте, естественно, что молодежь не владеет, обвинение в том, что молодежь не владеет крымскотатарским языком. Как вы относитесь к такому мнению? Потому что, я вижу, что вы иначе абсолютно смотрите на эту историю, но как бы вы отреагировали на такую позицию в том числе? Если убрать последнюю тезу о том, что не так владеет языком, что это катастрофа, и надо. И в этом как раз виновато наше поколение, что не так владеет. Это же мы виноваты. Наши же родители разговаривали, а мне, чтобы подобрать синонимы, мне надо потрудиться над собой. Язык почти что утерян. Если вот это убрать в сторону, все остальное можно просто... Еще такая расхожая фраза есть у Сократа, по-моему, что молодежь уже стала не та, или у кого-то из великих, уже несколько веков назад сказанное. Это, скорее всего, в этой тезе, в этих выражениях, это то, что каждое последующее поколение другое, чем предыдущее. Но это не значит, что оно хуже. Оно точно не хуже. Посмотрите, сколько вызовов у нынешней молодежи. А если у нас были вызовы одного плана, а сейчас вызовы, где и искусственный интеллект, и где тебя бомбит со всех сторон возможности, а твои желания не дорастают. Это же мир сложный. Очень сложно в этом мире самовыразиться. Я думаю, что молодежь вполне с этим справляется хорошо. И надо, чтобы справлялась. Потому что Крым должен иметь лицо. Уж кому, как не нам, не нашим детям, быть тем лицом Крыма, потому что мы продукт этой земли, этнопродукт этой земли. Мы веками собраны из разных народов, этнос, который родился здесь. Известно же, что в Крыму 3 коренных народа. Крымские татары, караимы и крымчаки. Но крымчаков уже, к сожалению, нет, караимов очень мало. Если говорить о тех, кто массово представляет эту землю, то мы, крымские татары. Не растерять вот эту самобытность – это задача для нашей молодежи. Я думаю, что они с ней справятся.
Ну, я не просто так задаю вам эти вопросы, Диляр Ханум, потому что, ваша отличительная черта как предпринимателя, как визионера в том числе, вы всегда собираете вокруг себя команду молодых людей, креативных людей, и ваши проекты – это очень часто трамплин для многих в какую-то большую творческую, профессиональную и даже предпринимательскую, да, какую-то личную историю, скажем так. Сейчас будет глупый вопрос, но мне кажется, вот ответ на него захотят услышать очень многие. Зачем вам это надо? Вот мне не за это надо, а за что я скажу выше. Но если кто-то думает, для чего мне это надо, тот может мой ответ воспринять как инструкцию к действию. У молодых очень много энергии. Ты же с ними рядом становится человек молодым. Когда ты работаешь с молодыми, ты невольно заражаешься вот этой смелостью, молодостью, и ты черпаешь ее, да, и несешь в мир. Я не для этого, допустим, с молодыми. Всегда хотела, у нас же было очень много разных начинаний. И самое сложное начать вначале, чтобы кто-то в тебя поверил, и через это ты поверил в себя. Потому что это же не всегда удача, это зачастую 10 неудач, а потом одна удача. И когда у меня есть возможность поддержать молодых, это как будто возможность дать человеку поверить в себя и стать успешным. Вот через вот это обратное. И если это складывается, это, как правило, творческие люди, а творческие люди – это самые уязвимые люди. Художники, прикладники, они это по-другому скроенные люди совершенно, да, и если эти люди получают такой трамплин, это как цветок, он расцветает. И я бы даже призвала как можно большим людям, собирая свой опыт, давать дорогу молодым. И есть прям очень важный союз – это мудрость старших и энергия молодых. Вот когда они соединяются, у этого народа может быть будущее. Просто заглядывая туда, вперед, почему Крым должен иметь вот то лицо, о котором мы говорили, это для этого надо помогать молодым. А они, когда видят вот это плечо, они уже остальное считывают. Говорят же там, бесполезно там воспитывать детей, все равно они будут похожи на вас. Английская пословица, да. Савмус, Диляр Ханум, за этот разговор. Это был прекрасный, замечательный день и за эти экскурсии, и за то время, которое вы нам уделили. Чох сау. Сау.